Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Вот о чем мы расскажем в этом выпуске. Глава Якутии принял участие в обсуждении развития социальной сферы на Дальнем Востоке. Аэропорт алмазной столицы перешел на зимний режим работы и готов к холодам. Нерюнгринский театр кукол открыл 37-й театральный сезон. Расскажем о предстоящих творческих планах. Президент России Владимир Путин предложил учредить под эгидой Восточно-азиатского саммита общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией. По мнению Путина, в условиях пандемии и связанных с ней жестких ограничений, соблюдения карантина, самоизоляции, особое значение приобретают вопросы охраны психического здоровья и психологической поддержки населения. Президент также предложил расширить программу обучения эпидемиологов из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Тем временем уровень проводимых якутскими лабораториями исследований на коронавирусную инфекцию находится выше среднероссийских показателей. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина. При этом замглавы оперштаба отметила, что основным способом борьбы с распространением коронавируса является вакцинирование. Так, во всех медицинских учреждениях республики открыты прививочные пункты с достаточным количеством вакцины. Кроме того, остановить рост случаев заражения коронавирусом сможет система QR-кодов, считает Ольга Балапкина. Напомним, с 20 октября вход по QR-коду уже действует в учреждениях культуры, с 25 октября в спортивных учреждениях. А с 30 октября по этой системе начнут работать кафе и рестораны. Ну а с 8 ноября, после выходных дней, система заработает в торговых центрах Якутии. Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову детским омбудсменом. Ранее президент предложил сенатору стать детским омбудсменом, и Путин отметил большой опыт Львовой и Беловой, а также ее существенную работу, общественную работу. Глава Якутии принял участие в обсуждении развития социальной сферы на Дальнем Востоке под руководством Юрия Трутнева. В ходе обсуждения активно были рассмотрены темы модернизации социальной инфраструктуры в точках экономического роста, ход вакцинации в дальневосточных регионах и реализация проекта «1000 дворов». Также на заседании был рассмотрен вопрос об изменениях в планах социального развития центров экономического роста Дальнего Востока. Разобраться, где прежде всего это необходимо для жителей, справедливо распределить, сформировать необходимые типовые проекты, чтобы это все сделать дешевле и быстрее. Вот Алексей Олегович составит график, в рамках которого эта работа вся будет осуществляться. Целевая задача простая, мы о ней уже докладывали на Восточном экономическом форуме. Мы должны получить 1000 новых комфортных дворов для людей, проживающих на Дальнем Востоке. После ремонтных работ на проспекте Ленина столицы участок дороги от улицы Кулаковского до улицы Петровского будет частично открыт только для движения автомобильного транспорта. А вот городские автобусы продолжат ходить по схеме, которая организована специально для них. Сегодня на этом участке полностью перекопали улицу. Далее здесь планируются работы по стабилизации грунта. Потом проведется отсыпка мелкой щебеночной смесью. Ну а асфальтирование дороги пройдет в следующем году. В целом ремонтные работы проспекта Ленина будут идти до 2023 года. Исторически у нас сложилось так, что основной транспортный поток, это общественный транспорт, он проходил через проспект Ленина. И по проспекту именно на этих участках проходило 15 городских маршрутов и 7 пригородных. Все они распределены по параллельным улицам, это Ярославского и Орджоникидзе. Настроены светофорные объекты, введен дополнительный светофорный объект на перекрестке Петровского-Белинского с таким раскладом, чтобы быстрее разгрузить автопотоки. Аэропорт алмазной столицы перешел на зимний режим работы и готов к холодам. Ежегодно Мирнинское авиационное предприятие уделяет особое внимание подготовке к суровым зимним условиям Якутии. Полностью к морозам и густым туманам готов спецтранспорт для обслуживания пассажиров и воздушных судов. Это техника для уборки снега, чтобы взлетно-посадочная полоса и перрон всегда были свободны от снега и наледи. Также проверено светосигнальное оборудование. При необходимости взлетную полосу покрывают антигололедным реагентом, чтобы пилоты могли спокойно производить взлет и посадку воздушных судов.
Зимой самолеты обрабатывают противообледенительной жидкостью. Сотрудники проверили резервные и аварийные источники электроэнергии. А еще закрепили авиационные правила, стандарты и требования авиакомпаний. Сдали зачеты. Персонал наш весь прошел соответствующую подготовку и после сдачи экзаменов зачетов был допущен приказами к работе в зимний период. Вся наша подготовка к зимнему периоду направлена на то, чтобы купировать латентные условия, которые будут отрицательно влиять на нашу эффективность по безопасности полетов и качество обслуживания авиакомпаний, выполняющие полеты на наш аэродром. И теперь о возможности общими усилиями сделать доброе дело. В нашей с вами помощи срочно нуждается маленький Ваня, малыш из многодетной семьи. Еще в утробе матери мальчику поставили страшный диагноз – врожденный порок сердца редкого типа. Сейчас 4-месячный малыш вместе с семьей находится в Москве, готовится к операции. О единственном шансе для Вани и его семьи, о том, как помочь мальчику, в материале Айсены Бурнашовой. По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. Когда мама поет, мальчик улыбается и забывает о боли. Но сможет ли он когда-нибудь увидеть тот самый мультик про мамонтенка? У Вани множественные дефекты межжелудочковой перегородки, единое предсердие – одно из самых тяжелых сочетаний врожденных пороков. Болезнь сердца осложнилась и дополнительным диагнозом. Сразу после рождения у малыша выявили проблемы с пищеводом. Провели ему операции 3. После рождения сразу у него был, то есть это непроходимость кишечника и пищевода, а также открытие свища. У мальчика слабое здоровье, но сильное желание жить. Месяц Ваня лежал в хирургии, затем в реанимации. Из-за обострившейся на фоне пневмонии ребенок был подключен к аппарату ИВЛ. Малышу всего 4 месяца, и ровно половину своей маленькой жизни он провел в больнице. О врожденном пороке сердца матери сообщили еще в Якутске. Из-за тяжелого диагноза роды провели в Москве. Ваня появился на свет вместе с братом-близнецом Колей. Разница между мальчишками всего 15 минут. Ваня, он, если честно, не отличается от брата развитием. Все идет как бы нога в ногу, но, естественно, вот только по размеру. Для 4-месячного ребенка он очень маленький, и нас должны отправить в больницу для маловесных детей, где мы будем набирать вес. Всего 3600 вместо 7 по норме. Спасительную операцию на сердце Ване планируют делать через 2 месяца. Должны поставить искусственную перегородку. А пока семья вынуждена находиться в Москве. Покупать дорогостоящие лекарства, посещать врачей, проводить обследования. У Сивцевых 5 маленьких детей. Они живут, буквально выживают на пособие. Только за аренду квартиры семья отдает 40 000 рублей в месяц. Денег просто не остается. Мы не ожидали то, что получится здесь остаться. То есть мы думали, что мы сразу полетим домой после операции. Муж должен был работать, выйти на работу. Но так как у нас второй ребеночек, он сидит с ним по уходу. А я вот с Ванечкой по больнице. Поэтому пришлось привозить всю свою семью сюда, чтобы она поддерживала. Ну, дети без мамы тоже не могут там. Ване поможет только операция. Без нее сердце мальчика окажется не в состоянии работать. Семья просит финансовой поддержки. У якутян 1000 или даже 500 рублей могут стать спасительными. Деньги Сивцевы просят перевести на карту Сбербанка или по мобильному банку, указанному на экране. Связаться с семьей можно также по номеру телефона или через соцсети. Мне кажется, он необычный человечек уже. Столько пережить, да. Не сдаемся. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Якутия стала 3-м регионом России, который получил статус «Территория книги и чтения». Этот статус присуждается регионам, ранее становившимися победителями конкурса и не менее 3 раз за последние 5 лет вошедшим в короткий список лучших регионов. Ранее этот статус получали только Санкт-Петербург и Ульяновская область. Ключевая заявка Якутии – проект «Пространство чтения Арктики». Приоритетное направление сетевого республиканского проекта «Читаем все». Библиотека республики, собравшей воедино лучшие практики по продвижению северной книги в мировом пространстве в целях привлечения внимания к вопросам издания и распространения книги и развития литературы на языках коренных народов Севера. Нерюнгринский театр «Кукол» открыл 37-й театральный сезон. О предстоящих творческих планах и работе в новом сезоне расскажет Ирина Кичигина.
Еще до начала театрального сезона труппа театра побывала на 2 площадках за пределами республики. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» спектакли Нерюнгринского театра кукол увидели жители Костромы и на международном фестивале театров кукол «Белгородская забава» в городе Белгороде. В середине октября прошло официальное открытие сезона уже в родных стенах. Для детей был показан спектакль «Снежная королева», а для взрослого зрителя – разговор с матерью. Зритель, мы так поняли, что соскучился по нам, по театру. Было очень здорово, вот, замечательно. Вот. Ну и как бы и взрослый зритель тоже, в общем-то, очень, так сказать, видно, что соскучился тоже. Вот. Поэтому вот мы рады, что все-таки зритель нас не забывает, и мы поняли, что мы нужны зрителю. На предстоящий сезон уже намечены планы. Начата подготовительная работа к спектаклю по произведению Михаила Булгакова «Китайская история». Режиссером выступит Петр Скрябин. Позже режиссером Александром Ивановым будет поставлен выездной спектакль «Репка» и новогодняя сказка «12 месяцев». Дело в том, что у нашего театра был спектакль «12 месяцев» старый. И как бы сам спектакль замечательный, ну сказка, то есть не спектакль, а сама сказка просто замечательная. И не хотелось бы обделять нашего зрителя, и под веянием нового времени, новых взглядов хотим сделать такой некий перезапуск спектакля, даже не того самого, а будет совсем другой новый спектакль. Несмотря на то, что в театре уже запустили пропускную систему по QR-кодам, зал не пустует. Родители приводят детей, предъявляют свои данные о вакцинации, чем обеспечивают допустимую норму заполняемости 50%, и с удовольствием погружаются в удивительный мир театрального искусства. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. 85 лет исполнилось бы общественному деятелю, министру культуры Якутии, председателю Женского республиканского совета Светлане Николаевой. В столице региона ее память почтили друзья, родственники, коллеги и соратники. В мероприятии принял участие также министр культуры и духовного развития региона Юрий Куприянов. В дань уважения к мемориальной доске, расположенной на доме по адресу Орджоникидзе, 45/1, где долгие годы жила сама Николаева, возложили цветы. Присутствующие поделились воспоминаниями о Светлане Николаевой, вспомнили ее трудовую и общественную работу. Да, мы все знаем, любим. Я тогда еще был молодым комсомольцем, когда она работала секретарем обкома партии. Она была нашим наставником, который в меру ответственно, в меру очень искренне нас всегда поддерживала и показывала всегда. Воспоминания о Светлане Ефимовне остались только самые светлые. Бывают такие люди, с которыми хочется всегда встречаться, радоваться, здороваться. Это, да, действительно была такая женщина, в которой, наверное, жило солнце, да, вот такое, которое светилось добротой и радостью от общения с молодыми людьми. И так дружески, пожурив: «Олаттур, надо идти вот так, и так надо сделать». И мы все его слушались. К этому часу пока все. Оставайтесь с нами.